1 200 000 человек отдохнули в Абхазии за нынешний курортный сезон. Об этом сообщило Министерство по курортам и туризму республики. Данные выводили из количества зарегистрированных в 240 объектах размещения, в гостиницах, домах отдыха, а также в частном секторе и по количеству заезжавших экскурсионных групп. В отремонтированных корпусах пансионата Пицунда, где созданы современные условия проживания, поток туристов не уменьшается до сих пор. Едва успев убрать номер за уезжающими, приходится вселять новых постояльцев. А дельфинарий, открытый этим летом в городе Пицунда на территории одноименного пансионата, привлекает туристов и местных жителей из всей республики. По информации Министерства по курортам и туризму, больше всего отдыхающих в Гагре, Пицунде, Новом Афоне и Сухуме, так как именно в этих городах лучше развита соответствующая инфраструктура. Абхазию посещают в основном бюджетные туристы. Это люди среднего и ниже среднего достатка. Почему? Потому что если вот исключить вот построенные в последнее время гостиницы, которые достаточно хорошего уровня, но их не так много, то и сервисное обслуживание, и само материальное состояние наших объектов, оно как раз-таки для вот этой категории. По словам Автандила Гарски, наиболее посещаемыми туристическими объектами по-прежнему остаются Рицинский реликтовый парк и Новоафонская пещера. На 10 сентября идем с опережением. Рица дает 519 тысяч против 485 прошлого года. Новоафонская пещера на 10 сентября 329 тысяч против 325 прошлого года. В общем, можно сказать о том, что в этом году у нас будет небольшое увеличение процентов на 10-15. Все более привлекательной становится в экскурсионном плане и Восточная Абхазия. Знаменитый горячий лечебный источник в селе Кандах, пещеры в селе Отап, древние православные храмы в Ачамчирском, Творчалском и Галском районах, объекты, в которые целенаправленно приезжают и те, кто купил путевки, скажем, в Гагру или Пицунду. Министр по курортам и туризму заметил, что в Восточной Абхазии помимо уже существующих открываются новые туристические маршруты. К нам приходят молодые люди, которые просят помочь им открыть новые маршруты. В Министерстве по курортам и туризму есть отдел безопасности курортных маршрутов, который составляет все эти планы, маршруты, делает их безопасными, сами своими глазами смотрят эти маршруты, выезжают, и после того, как они уже убедились в безопасности этих маршрутов, они дают разрешение. Такие маршруты в этом году, я начну. Вот вы знаете о том, что есть Отапская пещера, и вот оттуда еще есть, значит, конный маршрут на водопады. После этого к нам приходили в этом году помочь открыть туристический маршрут на Губские водопады, Ходжальские водопады. Министр отметил, что в этом году очень много туристов приехали в Абхазию на собственных автомашинах. В какой-то степени именно поэтому, объясняет он, увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием отдыхающих. Чаще всего эти люди приезжают на 2, на 3 дня, и это количество машин увеличилось в несколько раз, вдвое, втрое. Мы будем смотреть вот те отчеты, которые мы ежегодно подбиваем итоги, и тогда мы вам дадим точные данные. Рискуя попасть под критику общества защитников животных, министр рассказал о жалобах туристов на большое количество бродячих животных в прибрежной полосе у гостиниц и объектов общественного питания. В начале сезона этих собак не было, а сегодня, уже к концу сезона, огромное количество собак наводнили все города. Откуда они берутся? Вот тут есть такой момент очень важный. Вот такие же взрослые собаки появились. Они не могли появиться за 2 месяца. Откуда они берутся? А я точно знаю, откуда берут, сам наблюдал. С деревень привозят и выбрасывают их в городах. Чаще всего на рынке я видел своими глазами, когда открывали багажники, и собак, и кошек выпускали. Точно так же они думают, что
их питомцы бывшие выживут в объектах размещения, там, где кафе, столовые. Это огромная проблема. По словам министра, никто не призывает усыплять животных, но каждый должен быть ответственен за собаку, хозяином которой он является. А выкидывать животное на улицу – поступок, который не красит человека. Автандил Гарский заметил, что помимо всего прочего и из таких деталей создается мнение туристов о стране и ее жителях. Амра Амичбаэльдар Дамиров, Абхазское телевидение.